Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Я хотел спросить, шейх, прошу прощения, вы будете читать же, правильно, шейх? Что я эту книгу не читал, если можно, если я буду, может, на следующий урок готов, чтобы я открыл этот файл, посмотрел. Хорошо, брат, хорошо. Я тоже не читал, не успел. У нашего брата дома убили 13 человек сегодня. Я видел Аллах. Да, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Пусть Аллах даст ему терпение. У моего коллеги умерло сегодня, погибло 13 человек в Газе. Пусть Аллах примет их шахаду. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Конечно, надо было рядом с ним быть. Иншаллах, продолжим наши уроки. Мы рассказывали из книги Муфсидат аль-Кулуб, недуги сердца. В Исламском университете Украины у нас были лекции. Сделаем дуа и начнем наш урок. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху вассалям. Аллахума шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уqдатан мин лисани яфқаху қаули. Аллахума алимна ма янфауна ва анфa'на бима алламтана ва зидна илма. Субханака, ла илма лана, илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким. После этого просим Аллаха Субхану ва Тааля нашим братьям и сестрам мученичество на пути Аллаха. Просим Аллаха Субхану ва Тааля помиловать наших братьев и сестер в Газе и других местах. Мы рассказывали вам из книги «Недуги сердца». Мы дошли до темы, мы сказали, качества лицемеров, упомянутые в Коране и Сунне. Об этом мы рассказывали. И остановились, мы рассказывали вам, первое было у нас недуг сердца, второе мы рассказали вам о неудержимая страсть, третье мы сказали высокомерие и гордыня, четвертое недуги сердца, то есть лицемерие, качество лицемерия, насмешка над кораническими аятами, пятое насмешка над верующими, шестое удержание людей от расходования на благие цели, седьмое – ограниченность и обвинение верующих в недалекости. Восьмое – на этом остановились – лояльность по отношению к неверующим. Вот эта тема как раз и сегодняшняя проблема. Сегодняшних многих людей, которые себя относят к исламу. Они думают, что если они себя относят к исламу, то они становятся мусульманами. Но тут у нас начальная тема была, главная тема была качество лицемеров, упомянуты в Коране и Сунне. Внимательно, это всех нас касается. Итак, восьмое мы говорили. Лояльность по отношению к неверующим. Из-за предателей сегодня страдают невинные люди. Из-за предателей страдают невинные люди. Всевышний Аллах сказал, обрадуя вестью о мучительных страданиях лицемеров, который делает своими ближайшими друзьями неверующих, вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, при том, что могущество целиком присуще Аллаху? Сура «Женщины», то есть сура 4, аят 138-139. И Аллах показывает нам, что радует Аллах, то есть дает не радость, а дает весть. Обрадуя весть о мучительных страданиях лицемеров, которые любили мусульман, предпочитали, то есть, которые предпочитали над мусульманами неверующих, боролись за неверующих, убивали они верующих, подставляли они верующих, писали заявления они на верующих. И обрадуй кого? Лицемеру, что им будет мучительное наказание. Те лицемеры, которые стукачат на мусульман. Бывает, говорят правду, но большинство бывает, говорят неправду. А другие, которые принимают у них эти заявления, стукачи, они радуются, когда на них стукачат, доносят. Им не важно, это правильная весть или неправильная. Главное, чтобы у них была работа, некоторые думают. До такой степени они стали демократами таким образом, обрадуя вестью о мучительных страданиях лицемеров. И эти лицемеры получили сполна свое лицемерие, потому что они против ислама и мусульман борются. Аллах сказал своему пророку, саллаллаху алейхи о Мухаммад, обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, которые делают неверующих в меня
и не признающие мою религию друзьями, то есть близкими друзьями, то есть помощниками и приятелями вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними? Они же хотят действительно у них могущество. Неужели они ищут силу и могущество у них вместо верующих в меня и меня? То есть, неужели они ищут силу и могущество у них вместо верующих в меня? Верующих в Аллаха имеется в виду. И это при том, что могущество целиком присуще Аллаху. Поистине неверующие, которых они сделали своими друзьями, желая с их помощью обрести могущество, в действительности ничтожны и мелки. Почему же они не сделали своими друзьями верующих и не искали величия, могущества и помощи у Аллаха, которому принадлежит могущество и который возвеличивает, кого пожелает, и принижает, кого пожелает, дабы Он даровал им могущество и защитил их. Табарани это приводит. То есть, заметили, лицемеры ищут помощников среди неверующих, лицемеры. И как можно узнать лицемера? Лицемер ищет покровительство неверующих себе, покровительство неверующих и близких себе, чем верующих. И так определяются лицемеры, сектанты. Итак, баракаллаху фикум, можно определить, кто будет в гиене ада под неверующими людьми. Как Аллах сказал в Коране нам, «Фиддаркиль асфаль минан нар». В самом низшем месте в аду будут мунафики, лицемеры. Почему? Потому что в этом мире тоже они были в низком месте. Под куфром, под неверием они были. Под неверующим были, это они выбрали. И Аллах сказал, «Инналь мунафикина фиддаркиль асфаль минан нар». «Инналь мунафикин», поистине лицемеры, фиддаркиль асфаль минан нар, в самом низком месте будут в аду, Аллах сказал. Пусть Аллах унизит их в этом мире также. Пусть Аллах уничтожит и заберет этих лицемеров. 9. Теперь эти лицемеры, также над ними смеются сами неверующие. Они не верят им на самом-то деле. Они просто их используют, этих лицемеров, которые взяли себе близкими неверующих против ислама и мусульман. Против ислама и мусульман, которые взяли себе неверующих близкими, они сами неверующие издеваются над ними, надсмехаются, стравливают их как собак на самом-то деле с другими людьми. И мы это замечаем, каждый раз история возобновляется. 9 теперь, козни и интриги, то, что делают лицемеры, перечисляем 9. Козни и интриги нацелены против верующих. Всевышний Аллах сказал, которые ждут, когда вас постигает беда, если Аллах одаряет вас победой, они говорят, разве мы не были с вами? Если же доля достается неверующим, они говорят, разве мы не покровительствовали вам или не помогали вам и не защитили вас от верующих? То есть покровительствовали, то есть защищали они неверующих. Против кого? И не защитили вас от верующих, они говорят. Аллах рассудит между вами в день воскресения. Аллах не откроет неверующим пути против верующих. Сура женщины, сура Ниса, 141 аяте это приводится. Смысл слов теперь Всевышнего таков, которые ждут, когда вас постигнет беда, о верующие, а затем, если Аллах одаряет вас победой, то есть, если Он дает вам победу над врагами и военную добычу, они говорят, вам разве мы не были с вами? Разве мы не были с вами? То есть, мы тоже сражались с вами врагом и выступали против него вместе с вами. Дайте же нам долю военной добычи, ведь мы тоже участвовали в сражении. Это просит лицемерие у кого? У неверующих. Когда верующие, сильные и союзники неверующих, тогда обычно берут свою добычу, забирают. Верующие бывают, если союзники с неверующими против крупного, большого врага, крупного, опасного, общего, большого врага, тогда как союзники, когда они бывают, у них бывает возможность брать и добычу, то есть трофеи брать. Ганима называется. И бывает у них, как говорится, свое руководство бывает. Свое руководство у мусульман должно быть, баракаллаху фикум. Свое руководство
и, как говорится, свой амир, свое руководство, свой джамаат, единый джамаат. Разве мы не были с вами, они говорили им. Почему? Тогда, когда они были под ними, взяли их себе покровители. Разве мы не были с вами? То есть мы тоже сражались с вами врагом и выступали против него вместе с вами. Дайте же нам долю военной добычи, они говорят. Ведь мы тоже участвовали в сражении. Если же доля достается неверующим, то есть ваши неверующие враги одолевают вас, захватывая добычу, они, то есть эти неверующие лицемеры говорят. Смотрите, захватывая добычу, они, то есть эти неверующие лицемеры говорят, разве мы не покровительствовали вам? То есть, разве мы не оказали вам помощь, имеется в виду покровительствовали вам? Дабы вы одолели верующих и не защищали вас от них, от верующих, оставив их без помощи, так что они прекратили сражаться с вами и ушли. Итак, как тут вопросительно идет предложение. То есть, разве мы не оказали вам помощь, дабы вы одолели верующих и не защищали вас от них, оставив их без помощи, так что они прекратили сражаться с вами и ушли? Аллах рассудит между вами в день воскресения, Аллах сказал. Аллах рассудит верующих и лицемеров в день воскресения, в судный день. Вынесет окончательное решение. Верующих Он ведет в свой рай, а лицемеров вместе с их друзьями из числа неверующих в свой ад. Передал Табарани этот хадис. Десятый признак лицемерия, который пришло в Коране и Сунне. Попытка обмануть Аллаха и лень в поклонении бывает у них. Попытка чего? Обмануть Аллаха. То есть, как можете узнать лицемера? Они не будут молиться. Они будут молиться, когда молятся лениво. Им будет неохота идти на молитву. Им будет неохота молиться. Просим Аллаха нам стойкости нашей религии, нашей молитве. Попытка обмануть Аллаха и лень поклонения. Это признак лицемерия. Всевышний Аллах сказал, поистине лицемерие пытается обмануть Аллаха, но сами оказываются обманутыми им. Когда они встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. Лицемерие поминают Аллаха только немного. Поэтому их не увидишь в джамаате и джумаате, лицемеров. Если кроме как путника, или кроме как у него есть страх у кого-то. Если у кого-то есть страх, допустим, опасность, что его заберут, тогда другое дело. Сура женщины, 142 аят. Лицемеры пытаются обмануть Аллаха, стремясь уберечь свои жизни и имущество с помощью своего лицемерия перед окружающими их мусульманами. Однако сами оказываются обманутыми, потому что, несмотря на то, что они сохраняют свою жизнь, демонстрируя веру, Он знает о неверии, которое они скрывают в своих душах. Он лишь предоставляет им отсрочку. Аллах им предоставляет отсрочку. Он лишь предоставляет им отсрочку в этом мире. Но в мире вечном они встретятся с Ним, с Аллахом. И Он отправит их в адское пламя за их неверие. Они скрывали свое неверие. Неверие у них бывает в сердцах. Показывают они ислам. Во время пророка, саллаллаху алейхиссалям, лицемеры были не как сегодняшние лицемеры. Они говорили шахаду. Они оставляли ширк. Они делали намаз в джумаате. Они постились. Они делали хадж. Они делали садака. Они делали джихад на пути Аллаха с пророком, саллаллаху алейхиссалям. В одном из газавати среди 1000 сподвижников было 300 лицемеров. Представляете, сегодня лицемеры какие? Сегодняшние лицемеры более опаснее и худшие, чем лицемеры во время пророка, саллаллаху алейхиссалям. Сегодняшние лицемеры явно публикуют свое вероотступничество, свое неверие, свое многобожие и надсмехаются над верующими людьми. Сегодняшние лицемеры. Итак, дальше. Что же касается слов Всевышнего, когда они встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед ними, то они
означает, что лицемерие не совершает ни одно из дел, которое Аллах вменил в обязанность верующим ради приближения к Аллаху, потому что они вообще не верят в воскрешение, награду и наказание. Они делают то, что делают только ради того, чтобы сохранить себе жизнь. Они эти дела делали, чтобы сохранить себе жизнь, боясь, что иначе верующие подвергнут их наказанию за вероотступничество или конфискуют их имущество. За то, что они были муртадами, оказывается, что они стали вероотступниками. Сегодня лицемеры показывают свое вероотступничество публично, говорят публично, за ними люди следуют публично. Он говорит неверующим одно, верующим другое. У него есть два лица. Верующим одно лицо у него, с неверующими одно. Однако он это публикует, свое неверие публично еще, говорит свои неверующие слова. И верующие обманываются его двуличием, совершая молитву, которая относится к числу основных религиозных обязанностей. Они совершают ее лениво и неохотно. А сегодняшний не совершает ее. На показ верующим делали они, дабы считаться одним из них. Хотя на самом деле это не так, поскольку они не признают обязательность молитвы и совершают ее без какого-либо желания. О слова Всевышнего и поминания Аллаха лишь немного, кто-то может сказать, существует ли такое понятие, как малое поминание Аллаха? Ответ таков. Эти слова означают совсем другое, что эти люди поминают Аллаха исключительно на показ людям, дабы избежать казни, плена и конфискации имущества. И это не поминание человека убежденного, признающего единственность Аллаха, искренне считающего Его единственным Господом. И именно поэтому Аллах назвал это поминание малым, потому что цель этого поминания не Аллах, не ради Аллаха они делали. И совершается это поминание не ради того, чтобы приблизиться к Аллаху, и не из стремления получить награду от Аллаха и обрести то, что у Него. Поминание действительности может быть много, однако оно подобно миражу, который кажется водой. То есть, однако, оно подобно миражу, который кажется водой, но не является таковым на самом-то деле. Табарани приводит опять же. То есть, смотрите, эти лицемеры показывали, делали, но не ради Аллаха, не ради приближения к Аллаху делали. Сегодняшние лицемеры не хотят и приблизиться, не хотят и показывать. То есть обнаглели, называется, сегодняшние лицемеры. И говорят они, что мы мусульмане еще. Столько таких продажных мусульман получается. Те, которые не молятся, да еще говорят, мы мусульмане. 11. Колебание и изменчивость. Колебаний не должно быть в нашей религии. Ты должен быть убежденный. Как есть люди такие, кто колебается о возвышенности Аллаха Субхану ва Тааля над своими творениями. Когда Аллах в Коране говорит, явно в 7 аятах в Коране, и много доводов, что Аллах Субхану ва Тааля над нами, над творениями, над небесами, над троном. Колебания и изменчивость бывает у некоторых людей. Всевышний Аллах сказал, они колебаются между этим верой и неверием, но не принадлежит ни к тем и ни другим. То есть, но не принадлежат они ни к тем, ни другим. Сура «Женщины», аят 143. Имеется в виду, что лицемерам свойственно колебаться. То есть, посмотрите, сектанты, они и есть большинство из них. Быть может, искренние тоже есть там, но большинство сектанты колебается в своих вопросах вероубеждений. Когда у них есть колебания, вы можете узнать. И колебания бывает, когда сами их ниже философы их запутали. Имеется в виду, что лицемерам свойственно колебаться. Когда дело касается религии, они не с верующими, следующими ясным и правильным путем, и не с многобожниками, пребывающими в невежестве. Они колеблются, пребывая между первым и вторым. Табарани приводит. Ибн Умар, да будет доволен Аллах, и его отцом, передает, что пророк, саллаллаху алейхи саллям, сказал, лицемер подобен овце,
мечущийся между двумя стадами и присоединяющийся то к одному стаду, то к другому. Хадис передал имам Муслим. То есть Абдулла бин Умар приводит этот хадис, что пророк, саллаллаху алейхи сказал: лицемер подобен овце, мучающейся между двумя стадами. Поняли, да? Присоединяющий то одному стаду, то другому. Теперь 12. Поняли, да, какое состояние этих лицемеров? Он не знает, с кем нужно быть ему, верующим или неверующим. Он не определился. Как сегодня говорят, он хочет усидеться на 2 столах, или на 2 стульях, более правильно будет. На 2 стульях. Или на 2 конях, допустим. Конь верующих, конь неверующих. Так не бывает. Нужно определиться. Так, 12 стремление обмануть верующих. Всевышний Аллах сказал: они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Сура Корова, 9 аят. Лицемер стремится обмануть Аллаха и верующих, утверждая, что является верующим и признавая на слова то, во что в действительности не верит, и в истинности чего сомневается. Таким образом, он оберегает себя от установленного Аллахом наказания за вероотступничество, которым он будет подвергнут, а казнь или плен, если не будет демонстрировать веру посредством своих слов. Это его попытка обмануть Господа и верующих в Аллаха. Табарани приводит. Смотрите внимательно. Опять повторяюсь. Таким образом, он уберегает себя от установления Аллаха. Лицемер уберегает себя от законов Аллаха, наказания Аллаха за вероотступничество, которого он будет подвергнуть, а это казнь или плен. Если не будет демонстрировать веру посредством своих слов, это его попытки обмануть Господа и верующих Аллаха. Итак, конечно, это исполняется не в таких местах, там, где есть правление исламом. Там, где есть правление исламом, там, где есть руководство ислама. За вероотступника, как любые другие, посмотри, что сделает тот, кто не платит налоги. Тот, кто не платит налоги, что сделает любое государство? Просто его потеряет без вести. Кто будет призывать, что не надо платить налоги, потеряет его без вести. То есть у некоторых людей налог более важнее, чем религия. Да. И тут у мусульман религия более важнее, чем налог. Теперь дальше. Это бывает только там, где есть законы, вертикали власти, самоуправство, самосуды у нас запрещается. Иначе будет в стране анархия. Любом, там, где есть мусульмане, нельзя. Есть порядок для каждой вещи. 13 теперь. Обращение за решениями к тагуту. Обращениями за решением к тагуту. Если человек ищет справедливости у тагута, то это является что? Лицемерие большое, выводящее из ислама. Всевышний Аллах сказал: разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в посланные тебе, и не в посланные до тебя, но хотя обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него. Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение, когда им говорят: придите к тому, что не спаслал Аллах, и к посланнику. Ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. Сура Женщины, 60 и 61 аят. То есть, смотрите внимательно, повторяем заново этот смысл аята. Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в посланное тебе и не в посланное до тебя, Коран, Евангелие, Тору, Псалмы, но хотят обращаться на суд тагуту, иудеи и другие им подобные, и так как сегодня лицемеры обращаются к суду тагуту, они ищут справедливости тагута, пишут они заявление к тагуту. Тагут — это что правит не по законам Аллаха. Хотя им приказано не веровать в него, то есть не верить в него, баракаллаху фикум. Вера и неверие, разница. Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение, когда им говорят: придите к тому, что не спаслал Аллах, и к посланнику. Ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. То есть отворачиваются от чего?
от закона Аллаха, от закона Создателя небес и земли. Кто справедливый? Тот, кто создает нам эту воду, справедливый? Или тот, кто мутит эту воду, делает из него алкоголь, справедливый? Аллах, субхану ва та'аля, справедливый, который сделал все прекрасно, все чистым. Ибн Каим сказал: побуждая лицемера обращаться за решение к ясному откровению, побуждая лицемера обращаться за решениями к ясному откровению, ты обнаружишь, то есть ты обнаруживаешь, что они испытывают к этому отвращение. То есть, как ты можешь узнать, он лицемер или нет, если он отворачивается от закона Аллаха? Тогда ты можешь его узнать, что он лицемер. Итак, и если ты призовешь их обратить за решениями книги Аллаха и его сунни посланника, саллаллаху салям, ты увидишь, что они отворачиваются от их предписаний. И если бы тебе удалось увидеть их истинную сущность, ты бы увидел, что между ней и прямым путем огромное расстояние, и ты увидел бы, что сущность эта изо всех сил отворачивается от откровения. Мадарджу Саликин в книге это приводится. И мы заметили, что лицемеры отворачиваются от справедливости Аллаха, от закона Аллаха. Они что делают? Наоборот, пишут заявление против мусульман, против ислама мусульман. 14 теперь признак лицемерия, который пришло в Коране и Сунне. Если это все собирается, конечно, уже лицемер определяется. Распространение нечестия среди мусульман. Стараются они, лицемеры, распространить среди мусульман алкоголь, наркоманию, проституцию, извиняюсь. Всю грязь они стараются распространить среди мусульман. Законы не Аллаха стараются распространить среди мусульман. Распространение нечестия среди мусульман, а хуже еще призывать людей к тому, что не спаслал Аллах, субхану ва та'аля. Это худшие лицемеры. Всевышний Аллах сказал: если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавило бы вам ничего, кроме беспорядка. Торопливо ходили бы между вами и сели бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним, этим лицемерам. Аллах знает несправедливых. Сура 9, покаяние, сура Тауба, 47 аят. То есть смысл этого слова Аллаха, субхану ва та'аля: если бы они выступили, лицемеры, в поход вместе с вами, то не прибавило бы нам ничего, кроме беспорядка. Они что делают, лицемеры? Панику создают они. Панику делают, фитну делают, раскол делают они. Когда нужно обороняться от врага, когда нападают на определенных людей, допустим, на мусульман нападают, когда нужно сохранять единство, сплоченность, а если не будет единства на ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, не будет сплоченности в рядах, как одно единое тело, или одна единая стена, невозможно обороняться. То есть нужно быть послушность, получается, руководству имама. Итак, лицемеры стараются сделать раскол среди общества, чтобы у них не было силы против врага своего или против общего врага всех. Потому что они трусливы. Они что делают? Они делают беспорядок постоянно, лицемеры. Потому что они трусливы и беспомощны. Они торопливо ходили бы между вами и сели бы между вами смуту. Как сегодня смеют через интернет, сидя в Ютубе, дают разным видам интервью. Говорят, если отказаться от куфра и тагута в вопросах вероубеждения, это имеется в виду объявление войны не мусульманам. Валлахи, клянусь вам Аллахом, его всеми именами, это ложь на мусульман. Есть у мусульман порядок объявления войны, а есть вероубеждение. Как христиане не принимают у мусульман истину, так же мусульмане не принимают ихнее. То есть, что не принимают? Принимает Иисуса, принимает Евангелие в оригинале, но не принимает ложно Иисуса, ложно Всевышнего Аллаха. Как иудеи не принимают то, что говорят мусульмане, имеется в виду в Коране и Сунне, также мусульмане не принимают то, что говорят иудеи разных видов неверия, на пророков неверия. Как они убили Яхью, Закарию. Мусульмане не принимают их неверие, то, что они поступили.
Мусульмане не принимают то, что они исказили Тору, то, что они исказили другие писания. Мусульмане это не принимают. Они верят Аллаху Субхану ва Тааля, мусульмане. И говорят, что это неверие. Правило есть для войны. А это есть идеологическое, называется. Мы не верим, и вы тоже не верите. Вы нашу истину не верите, и мы тоже не верим в вашу ложь. То есть получается тут идеологический вопрос. Верить и не верить. А что касаемо, то есть порядка войны, это другие правила вообще. Там правила есть. Объявление войны, правила есть. И есть лицемеры среди мусульман, которые разносят двуличием, занимаются и говорят им, что это объявление войны, отказ от тагута. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Твое достаточно лицемерие, твое лицемерие раскрыто уже самим тобой, те, которые так заявляют. Аллах суратул Мумтахане тебя испытал, называется сура Мумтахана, испытуемую. То есть женского рода приходится. Женщины переселялись из Мекки в Медину. И Аллах сказал пророку, саллаллаху салям, фамтахинуунна, испытай их, женщин, которые переселяются. Быть может, лицемерие внедряется в ряды мусульман, чтобы сеять среди них хаос, фитну, раскол. И для этого названа эта сура сама по себе испытанием называется. Женского рода пришло. Да еще в 4 аяте пророк Ибрагиму, Аллах сказал пророку Ибрагиму, отказаться от куфра и таута, отказаться. И он сказал своему народу, пророк Ибрагим, «Иннани бураау минкум, ва мимма та'будун». Я чист от того, что вы поклоняетесь. Да, он отказался. Пророк Ибрагим, алейхиссалам, показал, коротко говоря, что он чист от неверия. Тому, чему поклоняется своего народа, он сказал, я чист, я не связан с вашим неверием. Иначе проклятие и наказание Господа будет. Пророк Ибрагим, алейхиссалам, Авраам отказался. А в 8 аяте, в этом же сурате, Аллах испытал, если к вам неверующие, иноверцы будут относиться хорошо, то вы тоже относитесь, Аллах сказал, антукситу илейхим, табуррухум атукситу илейхим, Аллах сказал. Относитесь к ним хорошо, будьте с ними справедливы, Аллах сказал, если они с вами справедливо сохраняют договора, сохраняют союз. Этот аят этому аяту абсолютно не противоречит. 4 аят и 8 аят в одном же сурате не противоречит. Противоречит просто понятиям лицемеров, которые не могут сеять дальше свою вражду, которые хотят посеять и натравить верующих и неверующих, иноверцев и мусульман. Дальше. Если бы они вступили в поход вместе с вами, то не прибавило бы вам ничего, кроме беспорядка. Потому что они трусливы и беспомощны. И они торопливо ходили бы между вами. И сели бы между вами смуту. Между верующими и неверующими. Кто делает смуту? Эти лицемеры. То есть ходили бы среди вас, сплетничая в Ютубе, в интернете, сея ненависть и смуту между народами. Они делают интриги, делают войны, то есть делают так, чтобы мусульмане были слабые. А потом эти же неверующие дальше нападают и на неверующих. Даже в своей конфессии нападают. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним, этим лицемерам. То есть повиноваться им и считать их речи благими, и обращаться к ним за советами, не зная об их положении, в результате чего среди мусульман появится зло и большое нечестие. Ибн Касир в Тафсире это приводит. И на 15-м остановимся, иншаллах, в следующем уроке. Ложные клятвы, страх, трусость и пугливость, как делают лицемеры. Расскажем, иншаллах. Если у вас будут вопросы, спрашивайте.